С наступившим Новым годом! С праздником, друзья! В эфире «Снежная гора новостей», которая принесет вам много приятных воспоминаний, запоминающихся встреч и веселое настроение. Несмотря на сугробы, салаты и каникулы, у руля событий Оскар Николаев и Настя Бурмистрова. Вот что ожидает нас совсем скоро. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Да вот это теперь точно гора новостей. На календаре первый день 2024 года. Как здорово, что вы его встречаете в нашей хорошей компании. Да, «Снежная гора новостей» будет идти все каникулы. Мы запаслись новостями и сюжетами. С нами точно не соскучитесь. Продлим новогоднее настроение и порадуем вас новостями. В Башкортостане установлены на площадях и парках 2103 ели, большинство 1820 живые. К тому же в Уфе городские районы украсят 19 тематических площадок. Также власти украсили более 218 километров световых конструкций, а также разместили свыше 2000 различных арт-объектов для создания праздничной атмосферы. В Уфе по-новому украсили аллею по улице Пушкина. Световая композиция «Звездное небо» появилась между улицами Ленина и Карла Маркса. Это конструкция, напоминающая букву «П» и имеющая высоту от 6 до 7 метров. Украшена светодиодными лентами, создающими мерцание в различных оттенках. А прямо сейчас пришло время украсить наш эфир атмосферным сюжетом. Что до вас Новый год? Вот до меня это салат оливье. Этот салат был придуман во Франции. У меня есть вареная картошка, яйца, колбаса, морковка, горошек и соленые огурцы. Начнем изготовление нашего салата. Первым делом мы будем резать колбасу. Берем колбасу и режем пополам. Откладываем одну часть. Я вообще боюсь. Я первый раз готовлю салат оливье. Мне страшно то, что вдруг пальцы порежу. Так что осторожнее. Стойте, а куда я буду выкладывать наш салат? Дайте миску. Я молодец, я дорезал колбасу. Теперь мне надо высыпать ее в миску. Картошка должна быть отварена заранее. Что-то у ребят какой-то салат бледный. Надо добавить настроение. Положим морковку. Оливье является самым популярным салатом в России. Кстати, надо помочь ребятам. Это соленые огурцы. Как вкусно. Мне всего-то 6 лет, я боюсь пользоваться ножом. А я добавлю зеленый горошек.
Заправим все майонезом. О, сколько много салата, надо его весь перемешать. В такой миске подавать на праздничный стол нельзя. Переложим салатник. Так красиво. Подготовлю-ка я праздничный стол. Но мне нужен помощник. Демид! Вот такой салат у нас получился. Сейчас позовем всех к столу и будем кушать. Ребят, мы все такие молодцы. Всех с Новым годом! Я люблю так проводить свое время. А мы продолжаем рассказывать новости. В Уфе можно посетить резиденцию Деда Мороза. Она впервые открылась на горсовете. Сказочному волшебнику отстроили уютную избушку. Посетить резиденцию можно будет до 14 января. В прошлом году резиденцию посетили более 100 тысяч жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов страны. Так что не теряйте свое время, как наши корреспонденты не упустят возможность пообщаться с известными людьми. Вернее, я не упустил свою возможность и исполнил свою давнюю мечту. В канун Нового года я исполнил свою давнюю мечту. Взял интервью у самого востребованного молодого дирижера России Дмитрия Сергеевича Крюкова. Музыкальная карьера Дмитрия Сергеевича Крюкова началась, когда ему исполнилось 14 лет, и он решил все бросить и отправиться в столицу нашей страны покорять музыкальные вершины. Он поступил в училище при Московской консерватории, а после и в саму консерваторию. Сейчас он занимает пост главного дирижера оркестра Республики Башкортостан и является приглашенным дирижером Большого театра. Также он помогает молодым дарованиям Башкортостана, участвуя в телевизионном конкурсе юных исполнителей классической музыки «Елкан». Ну, Дмитрий Сергеевич, я вот тоже юный музыкант, играю на духовом инструменте труба. Расскажите, что мне нужно делать, чтобы попасть в ваш известный оркестр? Вам нужно выучиться сначала. Вы где учитесь на трубе? В школе, наверное? Я в музыкальной школе учусь, да? Да, ну для этого нужно закончить музыкальную школу, закончить училище и закончить консерваторию. С каких композиторов или с композиции лучше начинать свое знакомство с классической музыкой для подростков, которые до этого ее не слушали и просто не знакомы с ней? Я лично огромное количество времени сам слушаю старинную музыку, начиная с григорианских хоралов с 9 века, 9, 10, 11, Хильдегарда, фон Бинген, например. Опять же, кто-то может включить, найти. Ой, мне посоветовал Дмитрий Крюков дирижер, я нашел Дебюсси, мне вообще не понравилось. Можно найти не ту запись, плохую, старую, с плохим качеством звучания. Это мало возможно для меня, например. Но кто-то будет, например, по-русски набирать в Ютубе, это все надо по-английски набирать, естественно, и так далее, и так далее. Здесь много очень факторов, это такой очень обширный вопрос вы задали. Что вы загадали на Новый год? У меня всегда универсальное желание, я его загадываю, чтобы, если говорить, поскольку я дирижер, я музыкант, я загадываю про свою стезю желание, чтобы как можно больше людей имело возможность приходить в концертные залы, учиться видеть, слышать, ощущать, воспринимать красоту, прекрасную музыку. Для этого должны быть очень хорошие условия созданы во всех городах, чтобы был прекрасный оркестр. Потому что оркестр государственный – это единственный коллектив, который может представлять шедевры мировой культуры по-настоящему высочайшие. Есть еще оперный театр, но все-таки опера – это немножко другой жанр. Оскар Николаев. Дмитрий Крюков. Специально для горы новостей. Оскар, спасибо. Я смотрю, ты решил заняться своим музыкальным направлением на всю катушку. Легендарный человек. Тоже, возможно, стану известным дирижером. Ну или музыкантом. Да, будем следить за твоими успехами. Лучше следите за программой мероприятий и ничего не упустите за время каникул. Сегодня состоится костюмированный карнавал. Завтра зимний сабантуй с конкурсом самоваров и новогодней ярмаркой. А 3 января катание на упряжках на набережной реки Белой. А вот резиденция Деда Мороза в Старлитамаке будет работать в парке имени Юрия Гагарина. Там уже установят необычную пиксельную елку. Всего в городе их будет 2. Вторая локация с пиксельной елкой – новогодний городок перед КДК «Сода».
Праздничная традиция населенного пункта – новогодние городки. В текущий сезон их соорудят в разных локациях, в том числе на площадках возле известных зрелищных учреждений. Перед городским домом культуры, близ театра концертного объединения, у кинокомплекса «Салават», в микрорайонах и пригородных поселках. Думаю, сейчас везде снежные городки – это место притяжения во всех городах. А если вы боитесь отморозить нос, есть альтернатива. Гора новостей снова в лесном посольстве. Дело в том, что здесь появились новые обитатели – патагонские мары. Патагонские мары – это очень редкие животные. Это крупный грызун, обитающий на равнинах Южной Америки, на бескрайних просторах Патагонии. Поэтому их часто называют патагонскими зайцами. Вот заяц, а вот мара. Не особо-то и похожи. Ближе всего эти зверьки к морским свинкам. В это трудно поверить. На родине их часто содержат в качестве домашних животных. Однако для нашего региона такие животные в диковинку. Две девчонки быстро адаптировались на новом месте жительства. Чтобы питомцам было комфортнее в проживании и они быстрее адаптировались, их подселили в вольер с кроликами. Они предпочитают одно и то же меню. Да и повадки их схожи, хотя по мне так патагонские мары – самые несуразные обитатели планеты. Похожи одновременно и на осликов, и на зайцев, и на кенгуру, и даже на маленьких оленей. По размерам тела у грызунов занимают 4-е место в мире, на 1-м капибары, потом бобры и дикобразы. Длина тела взрослой мары достигает 75 сантиметров, а вес 16 килограмм. Эти грызуны ведут дневной образ жизни. Во время кормежки они собираются в стаи, насчитывающие до 40 особей, а в ночное время суток прячутся в укрытиях. Патагонская мара – это грызун, родственник зайца. Так что неудивительно, что именно в этом году они появились в башкирской столице. Кстати, в других зоопарках такого жителя точно нету. Тагир Саляхов, Рамазан Мусин специально для горы новостей. Надо будет навестить этих милых зверьков. С таким правильным настроем завершаем наш эфир. В этот праздничный, чуть ленивый день с новостями и событиями дня тебя знакомили Оскар Николаев и Настя Бурмистрова. Пусть этот год принесет только хорошее. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. С Новым годом!